Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители спорта. Вы смотрите еженедельную программу «Про спорт». Зрелищные бои и схватки на одной площадке. Борьба и ММА. Во Дворце спорта «Магаз» прошел турнир первой национальной лиги НФЛ-2. Несколько часов зрители наблюдали, поддерживали и радовались за своих кумиров. В зале не было свободных мест. Оно и неудивительно. Этого турнира ждали все поклонники спорта без исключения. Его участниками стали победители крупнейших турниров и Олимпийских игр. Порядка 20 боев, прелимы и основной карт ММА сменялись противостоянием борцов на ковре. В схватке сошлись олимпийский чемпион Заурбек Сидаков и действующий чемпион России Анзор Закуев. Вышли на ковер и двукратный чемпион России, трехкратный победитель чемпионата Европы, призер юношеских Олимпийских игр Мухаммад Евлоев и бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Габриэль Расилла. Ярчайшим событием турнира стало возвращение легендарного российского бойца Александра Емельяненко. Возглавил турнир НФЛ также поединок не знающего поражения Руслана Белхароева против опытного боевого самбиста Магомеда Магомедова. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев и серебряный призер Олимпийских игр Арсен Джулфалакян показали мастер-класс в спортивном клубе «Ади Ахмат». Начинающие ингушские спортсмены только и успевали запомнить ценный урок. К мастер-классу присоединились и другие известные спортсмены, чемпионы мира и Азии по борьбе. Мероприятие завершилось общим фото с участниками и гостями, а также обещанием новых встреч и мастер-классов. Юные борцы покинули зал, готовые к новым спортивным достижениям. 18-летний Джабраил Албагачиев стал победителем Кубка губернатора Ленинградской области по дзюдо. На пути к победе Джабраил провел 5 схваток, 4 из 5 побед он одержал досрочно иппоном, что свидетельствует о высокой технике и мастерстве спортсмена. Тяжелее всех далась первая схватка, пришлось проявить все свои силы и выдержку. В школе Олимпийского резерва по дзюдо в Икажево Джабраил стал 9-м воспитанником, обладателем звания мастера спорта России. Ингушский борец вольного стиля Муслим Катиев одержал победу над представителем Московской области Самвелом Аракеляном со счетом 9-0 на турнире «Вольник-12». Схватка восходящей звезды ингушского спорта прошла в весовой категории до 35 килограммов. На коврах встретились чемпионы мира и Европы, взрослые и дети, яркие представители единоборств из разных стран, чтобы продемонстрировать настоящее шоу и мастерство. Соревнования проходили в универсальном спорткомплексе «Крылья Совета» в Москве. Муслим Катиев вместе с тренером Зурабом Исиевым сегодня в нашей студии. Зураб, Муслим, ассаламу алейкум. Приветствую вас в студии программы «Про спорт». Зураб, твой воспитанник Муслим Катиев недавно принял участие в престижных соревнованиях в Москве по вольной борьбе. Расскажи, как долго вы готовились к этим соревнованиям и про выступление Муслима. Алейкум салам, приветствую вас тоже. Да, мы сейчас на прошлой неделе в субботу выступали на престижном турнире Лига Вольник. Это их 12-й турнир по счету. Получается, у них каждый турнир по одной схватке. И там есть пояса, чемпионские пояса. Нам дали возможность выступить перед подготовкой неделю. За 2 недели он чуть приболел. Потом еще чуть-чуть палец начал опухать, там гноиться. Так, некоторые моменты были. Подготовились хорошо, поехали, выступили. По воле Всевышнего выиграли. На данный момент самый лучший турнир именно вольников. Все хотят туда попасть. Там выступают чемпионы Европы, мира, Олимпийских игр, выступают бойцы UFC. И у них они чуть-чуть меняют там правила. Бывает, что греко-римская и вольная борьба. У них бывает один период по вольной борьбе, один период по греко-римской борьбе. И сейчас первый раз мы на этом турнире выступили. Получается, уже следующий турнир, февральский турнир, намечается у них тоже в Москве, по-моему. И на этот же турнир у нас, скорее всего, уже соперник. Там же определили соперника. Там с Махачкалы есть парень Дебиров Мухаммад, тоже хороший парень. Скорее всего, февральский турнир у нас с ним будет схватка. И надеемся еще схватку, еще 1-2, и
за пояс можно побороться. Муслим, расскажи о своих впечатлениях, как тебе соревнования, с кем ты боролся, сколько схваток ты провел? Я провел одну схватку, боролся с Арикляном Самвелом. Понравился. Соревнования очень организованные, красивые. Сложно тебе было? Нормально. Волнение? Волнения были. Именно перед схваткой волнение было, да? Да. Муслим, расскажи, сколько тебе лет? 11 лет. 11 лет. И уже сколько достижений? В каких соревнованиях вообще ты принял участие? В Москве был еще GVL, Junior Wrestling Лига. Там боролись 3 раза. Первые места там занимал. В Чечне были, много раз там боролись. В Дагестане было там, я не помню, призовые места занимали, но не помню, что выигрывали. Но в основном первые места ты занимаешь, да, везде? А со скольки лет ты занимаешься спортом? С 7 лет занимаюсь спортом. С 7 лет. Ты сам захотел или же кто посоветовал тебе? Я сперва ходил на гимнастику спортивную, потом я сказал, хочу научиться драться. Меня на борьбу отправили. Какие надежды подает Муслим вообще на будущее? С 7 лет занимается, Да. уже столько достижений. 4 года, да, он занимается Да. только. И мне кажется, у него большое будущее. Как ты думаешь, Ром? Да, пока что у нас, у меня еще много ребят. Мы занимаемся в городе Назране, спортивной школы Олимпийского резерва. Есть еще ребята, помимо Муслима. Пока что из всех, которые подают надежды, Муслим, с ним работаем. Но он пришел с гимнастики, а ребята, которые с гимнастики приходят, это разница, кто просто приходит и просто гимнастики, у них разница небо и земля, уже они подвижные, умеют падать, там акробатика, все есть. И первые год-два мы, наверное, входящие тренировки особо не нагружались, поэтому потихоньку начали, и в моменте серьезно взялся за дело, тренируется, задания, все выполняет. Остальные ребята тоже работают, и я им всегда говорю, что если он может бороться, что остальные тоже могут бороться так же. Если он поехал в Москву, значит, у вас тоже получится. То есть, чтобы они равнялись на него. Еще 2 схватки, 2 встречи у Муслима до пояса. Да. Дальше что? Я уверен, что он выиграет этот пояс, я поэтому говорю. Да, у нас сейчас главная цель там выиграть еще 2 схватки. Скорее всего, да, мы с организаторами тоже разговаривали. Еще 2 схватки максимум, еще потом, скорее всего, за пояс. А дальше, через год, ему уже надо на официальных турнирах выступать. То есть младшие юноши, СКФО, Россия, Европа, получается. Пока он туда не входит, пока главная цель сейчас выиграть пояс вольника и в дальнейшем готовиться именно на основные соревнования. Это СКФО. В следующем году он попадает уже по годам. То есть каждый год, сейчас в этом году 10, 11, 12 СКФО выступает. В следующий год уже 11, 12 и 13 год могут допускать. То есть у него еще со следующего года, начиная 3 года, есть выступать по младшим юношам. Потом старшие юноши, молодежь и взрослые. Какую планку ты перед собой ставишь, наивысшую планку? Олимпийское золото? Вообще, кем ты хочешь стать? Кем ты себя видишь? Хотел бы олимпийским чемпионом стать. Когда пояс получим, думаю, на Россию сразу. Там выиграем. Следующая цель — мир уже. Молодец. Муслим, ты наверняка смотришь, наблюдаешь за выступлением наших спортсменов, да, уже взрослых, и по вольной борьбе, греко-римская, бокс. Кто тебе нравится больше всего? У кого ты берешь пример, на кого ты хочешь быть похожим из наших чемпионов, или олимпийские чемпионы, или чемпионы мира? Больше всего мне понравился Абдурашид Адулаев. Интересная борьба. А из наших ингушских кто тебе нравится?
Какие у нас есть олимпийские чемпионы по вольной борьбе? По вольной борьбе Муса Евлоев. Очень интересно. Будем надеяться, что ты будешь радовать нас только победами, только первыми местами, только пояса. Очень скоро ты станешь чемпионом России, а там уже дальше и мира. И еще один интересный момент, когда мы там на вольнике боролись, там был наш олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев, чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе Магомед Рамазанов, который сейчас в Париже выиграл, Абдулрашид Садулаев. И он там в коридоре настиг Абдулрашида Садулаева, и у него на футболке его роспись стоит там. И после схватки он там на первых рядах сидели, подошел, поздоровался с Мусой Евлоевым, с Рашидом Садулаевым, с Магомедом Рамазаном. Ну, такие эмоции и мотивация есть хорошая на дальнейшее. Желаю удачи, успехов в тренировках, в подготовке наших будущих чемпионов. Тебе желаю удачи, Зураб. Благодарю за интервью. А теперь дайджест спортивных новостей мира и России. Савелий Коростелев стал победителем лыжной гонки классическим стилем на дистанции 10 километров на 4-м этапе Кубка России. Москва нацелена на проведение чемпионата мира по плаванию в категории «Мастерс» в 2028 или 2030 году. Нью-Йорк Айлендерс на выезде обыграл Торонто со счетом 6-3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Украинский боксер Александр Усик защитил 3 титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Эр-Рияде, он выиграл у британца Тайсона Фьюри единогласным решением судей. Футболисты мадридского «Атлетико» со счетом 2-1 обыграли Барселону в матче 18-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Барселоне. Тюменский «Рубин» со счетом 1-0 обыграл Тульский АКМ в матче русской классики «Олимпет» Всероссийской хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле. Ее посетили 4933 зрителя. Миннесота со счетом 1-2 уступила Юте в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На этом наша программа подошла к концу, но мы обязательно вернемся через неделю с чем-то новым. Следите за нами в социальных сетях. Если у вас есть вопросы, комментарии или предложения, не стесняйтесь связаться с нами. Мы ждем вашей обратной связи и готовы быть лучше для вас. Будьте в отличной форме и до встречи в следующем выпуске.